2020 можно отметить как особенный год в новейшей истории человечества. Пандемия стала испытанием не только для системы здравоохранения, но и социальной сферы и поменяла взгляды людей на многие вещи. В этом выпуске программы «Маяк» мы поговорим о достижениях и проблемах в социальной сфере, обнажившихся в этом году с вице-премьер-министром Эльвирой Сурабалдиевой. Здравствуйте, Эльвира Джергалбековна. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Эльвира Джергалбековна, вот когда вы стали вице-премьер-министром, вы начали проверку деятельности Минздрава, в частности из-за пандемии, которая там появилась в начале этого года, и вот штаба по борьбе с ковид, с распределением финансовых средств и медицинских. Вот что вы можете сказать по этому поводу вот за тот период, пока вы проработали, проверили, какие выводы? Вы знаете, на протяжении 30 лет мы говорим о том, что нам необходимы реформы, кардинальные реформы. Было очень много оптимизации самого Минздрава, да, структуры Минздрава, да, по деятельности было очень много сделано. И часто две стороны есть плюсов и минусов. Почему была создана межветкомиссия, о которой вот мы объявили несколько недель назад? Во-первых, пандемия, особенно первая волна, показала, насколько государства готовы к переменам, к оперативным реагированиям, особенно система здравоохранения, система образования. Не исключением стала и наша республика. Как выяснилось, мы не были готовы вообще к таким вот стрессовым ситуациям. Вот. И межветкомиссия на сегодняшний день как раз-таки была создана для того, чтобы понять, если мы хотим дальше реформ, где именно должны происходить реформы, как государство, как государственные органы взаимодействовали во время первой волны ковида, да, как между собой они синхронно не работали или не работали, вот о плюсах и минусах. К сожалению, ну, естественно, да, любая проверка, она выявляет как плюсы, так и неэффективную деятельность. Вот. На сегодняшнем, на промежуточном этапе, мы, кстати, продлили, там было озвучено о том, что комиссия работает 10 дней, то есть это было вот общее направление, мы все-таки в себе взяли, курс был взят, но как только пошло погружение, выявилось очень много недочетов и как и хорошие, так и не очень хорошие стороны деятельности. Поэтому мы продлили работу комиссии, и после Нового года, я думаю, мы предоставим более детальный, обширный отчет. Но на сейчас я могу уже сказать, что в обществе не просто так муссировалось, допустим, данные о статистике по смертности. Разница есть. Потом, допустим, по тем же госзакупкам, ну, это наша такая общая боль по стране, да, они разнятся, да, цифры тоже. Потом искусственно были завышены цены на проведение каких-то строительных этих работ. На баланс, допустим, не были поставлены, там, полученные автомашины. Очень много нареканий по гуманитарной помощи было, и какие-то вещи, помните, во время эфиров тех же наших молодых граждан озвучивалось. Естественно, все это в процессе работы комиссии выявляется, но я хочу тут отметить, да, целью работы и итоговой деятельности этой комиссии абсолютно не ставится наказать рядовых врачей. Ни один медик, рядовой врач, который работал, он не пострадает. 30-летнюю коррупцию, которая была, излечить в один день невозможно. Иногда наши врачи вынуждены как бы идти на какие-то меры, и где-то даже шли нарушения закона во время первой волны пандемии. Поэтому речь здесь идет не о медиках, речь идет о том, где системно мы должны поменять свое видение, взгляд, где должны быть изменения, потому что нам нужно идти дальше. Допустим, при проверке вот деятельности Минздрава, чем дольше эта проверка длится, тем больше я понимаю, нам нужна адекватная система страхования. Весь мир работает по системе страхования, только в Кыргызстане мы до сих пор саботируем, и все это взвалили на государство. Естественно, у государства таких средств нет. На сегодняшний день минус 35 миллиардный дефицит, и при этом все граждане, которые идут к врачам, они платят официально, ну, большую часть неофициально какие-то средства тратят, закупают лекарства. То есть все это можно узаконить, чтобы поступало в бюджет, чтобы эти люди знали, что они всегда могут рассчитывать на страховку, на помощь. Это вот один из таких будет, я думаю, видений, решений, который нравится, я знаю, оно не популярно будет, но мы должны уже жить, как все нормальные цивилизованные государства и страны. Угу. И если вот продолжить тему, эту же самую, одним из самых, наверное,
обсуждаемых и обмусоливаемых тем в обществе, и в том числе в сторону государственных органов было высказано множество нареканий о том, что мы так и не пришли, может, где-то, не полностью, но где-то к такому единому мнению и полноценной информации о выплатах тем же медработникам, которые приняли удар на себя во время пандемии. Сейчас на какой стадии решения стоит этот вопрос? Мы знаем, что частично им выделили по большей части, но все равно где-то остаются какие-то вопросы. 1130 медработников получили компенсации, 1200 заявок на рассмотрение, то есть там вот по 200 тысяч, которые не получают, и при 32 семьи, близкие умерших медработников, получили по 1 000 000 сомов. И тут я должна отметить, в парламенте был принят законопроект двумя нашими депутатами парламента, уважаемыми мною депутатами Натальей Никитенко и Строковой, о том, что при смертности будет выплачиваться не 1 миллион, а больше, но компенсации не 200 тысяч, а они идут в сторону уменьшения. С одной стороны, с учетом того разрыва бюджета по сравнению с 2019 годом, мы понимаем, это и рациональный вывод, потому что когда мы стали считать компенсации, потом, вы знаете, врач, который выходит в красную зону, он ежедневно получает 3000 сом, то есть это на одного медика, который выходит в красную зону, выходит порядка 30-40 тысяч сом помимо заработной платы. Вот эти все шаги в перерасчете на средства, может быть, нам стоило бы пересмотреть и лучше уж увеличить всем медикам заработную плату. Поэтому на сейчас мы все это обсуждаем, потому что надо увеличивать заработные платы, надо поднимать не просто там формально, как мы обычно привыкли говорить, престиж медработников, все банально и просто. Пока не будут подняты зарплаты, не будет повышаться качество медицинского лечения. Но для того, чтобы это все вещи происходили, нам нужно внедрить, пусть это будет государственное, негосударственное, частное, государственное частное партнерство, но медицинское страхование. Это вот я езжу в регионы, встречаюсь с рядовыми нашими гражданами, они возмущаются, что медики идут в сговор с фармкомпаниями, что они им навязывают какие-то лекарства. Выявляются факты, когда, ну это вообще, конечно, вопиющие факты, когда с государства, вы знаете, да, ежегодно там выделяется 2 миллиарда сомов на закупку лекарств, на лечение наших граждан. При этом наши граждане этих лекарств не видят в больницах. Они сами закупают. Если была адекватная система именно страхования, то есть там, где был бы контроль больше, я думаю, да, естественно, и заинтересованность, и сами граждане, которые выплачивали бы эти, пусть это будет 500 сомов в месяц, там, 700 сомов в месяц, да, то в итоге, не дай бог, если вы заболели раком, не дай бог, если случилось серьезное там ДТП, авария, да, то страховка бы для вас выплачивала и покрывала большую часть как лечения, так и лекарств. На сегодня этого нет, поэтому мы вроде бы говорим формально, то есть это такое вот, для меня это, ну, такое лицемерие, наверное, говорит, что у нас бесплатное медицинское обслуживание, при этом граждане, которые идут в стационары лечатся, граждане, которые ложатся в больницы, они все со своего кармана наличными покупают лекарства, доплачивают медикам. Это общеизвестный факт. И медики, мне их тоже очень жаль, они вынуждены идти даже на тот же сговор с фармкомпаниями, чтобы как-то жить. Все это должно меняться. Мы должны признать сначала проблему, повернуться лицом к миру и сказать, так больше жить нельзя. И менять в сторону развитой, прозрачной, транспарентной системы здравоохранения и страхования. Вы затронули вопрос обеспечения лекарственными средствами. Как раз и эта сфера деятельности, она, наверное, по большей части входит все-таки в экономическую деятельность, да, большинства там, как аптечных сетей, так и предпринимателей. И тут тоже вы не раз высказывались о том, что в сфере обеспечения лекарствами, с поставками лекарствами тоже где-то творится оформленный бардак. И в этом направлении тоже уже началась работа? Или вы сейчас работаете над тем, чтобы выявить и перекрыть, может быть, какие-то... Вот как раз-таки в рамках межведомственной комиссии мы выясняли, почему летом настолько резко вскакнули цены. Да? Выяснилось, что очень много было, то есть мы дали разрешение на завоз лекарств абсолютно всем, но те же наши граждане, они, допустим, контрабандно вывозили за территорию Кыргызстана лекарства,
что создало искусственный ажиотаж. Поэтому после такого урока государство у нас есть склады государственных материальных резервов, мы закупаем туда лекарства, и вот какой-то, чтобы был такой баланс, неприкосновенный запас. Когда я приходила, это был 3-месячный запас, сейчас это 2-месячный запас лекарств, то есть государство напрямую уже закупает. При этом государство, естественно, мы не можем в силу финансовых причин обеспечить полное покрытие, поэтому мы также рассчитываем на запасы фарм частных компаний, которые там периодически инспектируются, но это вот со слов самих фармкомпаний, потому что все-таки это частный бизнес, и получаем сводки о наличии каких-то запасов у них также. Но здесь сложность в том, что, я единственное могу, давайте сейчас я вам дам цифры, что у нас на сегодняшний день закупка на 200 миллионов сомов была произведена. Фармкомпания закупает, естественно, на большие суммы. Сейчас мы тоже внутренним постановлением правительства хотим как-то договориться, наверное, с частными компаниями о том, чтобы не было резких скачков цен, потому что это ощутимо по уязвимым слоям населения бьет. У государства на сегодняшний день, надо признать, нет серьезных рычагов давления, чтобы контролировать цены. И все, кто говорит, что это можно, они обманывают, нету законодательных. Над этим мы сейчас работаем. Но там, где государство вмешивает, пытается регулировать рынок, там, естественно, будет и контрабанда, и теневой рынок, поэтому мы должны быть открытыми, прозрачными. Там, где допустим, частных фармкомпаний есть проблемы, помочь им там, может быть, с таможней, с привозом лекарств, да, там каким-то налоговые у них вопросы были, там проблемы. Но со своей стороны они также будут брать обязательства, что их запасы на складах будут полными. Еще одна сфера социальная, очень, к сожалению, наверное, уязвимая, это, конечно, система образования. И вот во время пандемии нам были вынуждены пересмотреть свои взгляды на образование. Там тоже выявились определенные проблемы в системе. И вот вы чуть ранее сказали о статусе врача. И когда говорят о врачах, всегда рядом учителя, когда говорят о каких-то их проблемах. Сейчас над системой образования, чтобы ее реформировать или, может быть, где-то улучшить, усилить, какая работа ведется? Пандемия, как я уже ранее сказала, выявила не только 30-летние, так сказать, недоработки в системе здравоохранения, но то же самое произошло с системой образования. Плюсом стало то, что мы стали ценить как медиков, так и наших учителей, преподавателей. Минусы: онлайн-система показала, что мы технически не были готовы. То есть как-то так, более или менее мы пытались поставить онлайн-образование. Но даже если со своей стороны учителя выполнили работу в полном объеме, но надо признать, на сегодняшний день большая часть учителей, их обязали купить планшеты, телефоны, они брали их в кредит за свой счет, это тоже финансово большие расходы, хотя я понимаю, что государство, мы должны были брать эти обязательства, мы должны были обеспечить, но в силу финансов, опять-таки, отсутствие ресурсов, это все легло на плечи рядовых учителей. Это большой минус нам, правительству. И плюс другая сторона лодки, когда родители были, если в одной семье 4 детей, они были вынуждены покупать 4 телефона. Как им тогда детей, то ли она будет с одним ребенком заниматься, то ли с другим, а если у них нет средств и на один телефон, и получается один телевизор смотрят 4 детей разного возраста, как им тогда учиться? Естественно, это были большие минусы в образовании. Естественно, сейчас все родители требуют о том, чтобы открылись школы офлайн образования. И минусами онлайн-образования, даже в самых развитых государствах, это то, что дети, во-первых, мы живые существа, мы социальные существа, да, люди, тем более дети, они хотят общаться, быть в какой-то связи с друг другом. И я буквально была на открытии одной из школ, и я видела, когда дети бежали друг к другу, насколько они соскучились по друг другу, то есть им живого общения также не хватало. Поэтому было принято решение с 1 декабря о том, что мы открываем школы в регионах, но с учетом эпидемиологической ситуации каждая школа
в буквальном смысле на уровне района, на уровне Айлук-Мету принимали решения, на уровне села вырабатывали свои алгоритмы, потому что где-то ковида и не было, где-то в высокогорье они транспортом не пользуются, да, то есть там абсолютно такие большие пространства, я имею в виду, скученности нет как таковой. А в городе эта проблема до сих пор актуальна, потому что с 1 декабря мы делегировали полномочия регионам, каждый регион, каждая область, каждый район самостоятельно принимает решения по открытию школ, вузов, частных образовательных центров, и поэтому город Бишкек на сегодняшний день частные образовательные центры, частные образовательные школы, там, учреждения открыты, государственные, ну, не открыты, не полностью, но планируются после Нового года. И когда задают вопрос, почему разрешили частникам, а государственным нет, к сожалению, в частных, если в одном классе 15 школьников, в государственных по 50 человек сидят. Ну, я имею в виду очень большая скученность, высокий процент. Поэтому с этой стороны, естественно, ну, нареканий много, я понимаю родителей. Потом вчера у меня прошел онлайн зум с учителями, то есть мы смотрим всегда на одну сторону. Учителя в свою очередь тоже пожаловались, то что в онлайн-системе, допустим, если там по WhatsApp какие-то задания, там уроки проходят, да, учитель вынужден работать не так, как обычно с 9 до 6, он вынужден работать 24 часа, потому что родители приходят там в 7-8 с работы, ну, наши реалии городские, то они пока покушают, поужинают, садятся с ребенком, эти уроки делают 9-10. И учитель в 11-12 ночи, ему отправляет сообщение, она вынуждена сидеть и проверять уроки. То есть это тоже минус онлайн-образования. И, наверное, вчера тоже такой интересный момент, и я, пользуясь возможностью, хотела бы обратиться. Санэпидемстанции, вы представляете, вот это нужно все это оговаривать. Санэпидемстанция, допустим, мы же поставили требования о дезинфекции, государство выделяет средства, да. При этом иногда мы доходим до абсурда. Там вот на Исыкуле, в Тонском районе, районный санэпидемнадзор пришел в школу и сказал, вот у вас в каждом классе должны быть умывальники, было такое постановление там, и так должно быть. Давайте, почему у вас в классах нет умывальники, ставьте умывальники. Но в каждом классе проводить водопровод это нереально. Поэтому мы должны жить в реальном мире. Поэтому такие абсурдные постановления, если они были приняты, я думаю, мы должны пересматривать это все. Делать комфортную жизнь как детям, как нашим гражданам, так и нашим учителям, естественно. Потому что это все потом ложится на плечи, на финансовые расходы учителей. То есть таких вещей не должно быть. Угу. Не могу не спросить вот про школы. Вы сами отметили, что одной из таких самых больших проблем, наверное, системы образования на сегодняшний день – это отсутствие пространств для обучения, то есть тех же самых классов. И государственные школы вынуждены принимать в классы по 50 человек. Но строя школы, у нас появляется другая проблема – это отсутствие тех же самых учителей. И, наверное, не в последнюю очередь люди не хотят быть учителями из-за зарплаты и вот из-за того, что, может быть, учитель и почетное звание, но в социальном плане, в экономическом плане не всегда это в жизни подходит для этого. И в системе вот образования там тоже проводится определенная работа, но в ближайшее время решаемы ли эти проблемы? Вот вы сказали, что мы долгое время к этому шли, накопили комом, но сейчас, получается, надо быстро решать подобные проблемы. Вот если начать с того момента, когда студент становится, то есть идет на обучение преподавательству, на сегодняшний день, вы знаете, да, у нас есть ОРТ, выпускник, который заканчивает школу, поступает по ОРТ. И те ученики, которые не добрали по ОРТ, они абсолютно спокойно могут, скажем так, подать на обучение в педагогический, направлению педагогические. То есть по остаточному. Да, это нехороший такой подход, неправильный подход. То есть мы в этом плане говорим о качестве выпускаемых учителей. Естественно, их немало, но также есть другой момент, когда в регионы учителя, молодые учителя не хотят ехать в силу того, что, конечно, да, разные программы все это время были, но реальность такова, что в регионы учительница не хочет ехать, потому что там нет жилья, государство, вот над всем этим мы должны работать, мы работаем со своей стороны, вот эти программы, которые принимаются, но при этом, если государство спонсирует, помогает
там, медику или будет помогать врачу там какое-то время жить и работать, или ну, возможность социальные какие-то инфраструктурные моменты решать, то вот это расходы, которые лягут на плечи государства, также со стороны вот той потребляемой стороны, кто эти услугами будет пользоваться, они должны также понимать, что с их стороны будет обязательство там 10 лет отработать, прожить там в регионах. То есть мы уже сейчас вот концептуально, я думаю, к этому надо подходить очень серьезно, комплексно. До этого какие-то точные моменты, масштабная работа тоже была проделана, но надо не забывать, что в первую очередь качество — это там, где учитель не думает о том, что ему нужно заполнять бюрократию по субботам и воскресеньям, эти тонны бумаг. Сейчас это все уменьшается в сторону улучшения качества жизни учителей. Потом вчера, например, на онлайн моей встрече с учителями выявилось, что до сих пор их в регионах заставляют покупать вот в Жалбатской области ненужные газеты, какие-то книги, которые выпускаются. Им говорят, вот вы должны столько купить. Это вообще такого не должно быть. И вчера я вот также созвонилась с руководителями и сказала, что официальное постановление с Минобразования есть, оно также будет продублировано, но все равно к ним звонят, говорят, вот купите эти газеты, купите эти книги. То есть вся нагрузка ложится на тех, кто финансово самый уязвимый на сегодняшний день. Это неправильно. Мы должны их защищать, мы должны показывать, что государство их оберегает от разных выплат. И также есть момент, конечно, что есть отчисления налоговые и есть отчисления автоматические социальные, которые платят все госслужащие. Естественно, представьте, у учителя, медика, у госслужащего не спрашивает, автоматом забирает отчисления, там, допустим, в социальный фонд и другие государственные. Порядка 21%. Да, 21% в обязательном порядке. Но при этом предприниматели, они, вот когда мы говорим про двойные конверты, они могут идти, у них получается это избегать, потому что на сегодняшний день и 100%, 50% экономики в тени. И это такой вот несправедливый момент. У учителя не спрашивают, все это забирает, у медика не спрашивают, все это забирает при не очень высоких зарплатах. То есть это вот о том самом таком пресловутом патриотизме нам еще, я думаю, много разговаривать. И нужно, естественно, либо снижать эти выплаты, чтобы все равноценно платили, либо пересматривать и вот в пользу государственных социальных служащих, медицинских служащих и учителей. То есть тут все проблемы, они такие комплексные. Комплексные. Ну, не получится, да, не получится одно решить и проигнорировать другое. Все у нас взаимосвязанное. Но самое главное, во главу, в центре должен стоять наш гражданин, человек. Мы над этим будем работать и работаем. О гражданине, о человеке в частности, вот эти все проблемы и плюс пандемия, она еще усугубила одну из таких важнейших социальных проблем в нашей стране, которая, ну, эта проблема, она и так была и без пандемии такая достаточно в плачевном состоянии. Я говорю о семейном насилии, гендерном насилии, насилии над детьми в частности, и вот и офлайн обучение, и вот карантин, и изоляция, они обострили еще больше. И тут тоже есть ряд таких комплексных проблем, да, которые тоже по цепочке один за другим и выявляют и приводят к этому всему. Вы вот буквально вчера проводили большое собрание с вице-премьер-министром Аксатом Мамыкановым тоже по этому вопросу, и там было поручено, то есть проводить подворовые обходы, выявить социально уязвимые из группы риска. Но вот помимо вот этой работы сейчас, может быть, стоит проводить еще и такую образовательную и просветительскую, да, работу. И есть ли программы уже, или, может быть, какие-то зачатки этих программ, может быть, какой-то план по проведению таких программ, чтобы провести разъяснительную работу с нашими гражданами, чтобы вот решить вот эту проблему, выявить, откуда она исходит? Вы затронули подворовые обходы, и буквально вчера мы вот это решение на совещании по поводу семейного насилия, да, по профилактике, когда обсуждали, совещание прошло вчера, а сегодня мне уже пишут учителя о том, что у нас и так работы, нагрузки хватает, почему вы нас отправляете ходить по дворам. А у нас, оказывается, больше войлок мету и некому этим заниматься. Вот. Есть милиция, которая ИДН, да, по делам несовершеннолетних, есть соцработники, которых в каждом войлок мету всего один человек на все село.
и причем на несколько сел тоже бывает, да, и есть учителя и медики. Медики загружены вот с ковидом, они также мы буквально вот как только я возглавила штаб по борьбе с коронавирусом, республиканский штаб, первое, что мы сделали, да, освободили медиков от подворового обхода. Вот зачем людей мучить? А вчера вот то, что вот это решение было, это, я очень извиняюсь, конечно, но на тот момент это нужно было узнать вот эти цифры, и такое решение, ну, какое-то пожелание, рекомендации были озвучены. А сегодня уже, оказывается, вот учителя, вот с их стороны поступают жалобы, что вот мы должны ходить, вот нам когда чем заниматься. Я, уважаемые учителя, мы этот вариант обсудим. Я переговорю тоже с вице-премьером Мамыткановым. Я думаю, загружать заново людей, которые и так загружены, перегружены, это не совсем правильно, да. Если говорить о семейном насилии, по сравнению с прошлым годом, в 2019 году это были цифры 7428, в этом году на сегодняшний, ну, за предыдущие 11 месяцев 8300 случаев. Я почему говорю о цифрах, то есть пандемия выявила то, что в запертых в 4 стенах люди более, это психологический, моральный стресс, вот особенно карантин, он, так сказать, поспособствовал всплеску насилия в семьях. И дети, которые не ходят в школу, и родители, которые не работали. И на 14% это вот как минимум было обозначено, что выросло насилие по стране, вообще по статистике. Охранные ордера выдаются, но там тоже плюсы и минусы. Я сейчас почему говорю и о плюсах, и о минусах, потому что это то, что мы выявляем. Нам надо привыкать быть открытыми, не говорить, что у нас все замечательно. Нет, не все замечательно. Но мы над этим работаем. Также получается по семейному насилию охранные ордера выдаются. Там минусы в законодательстве основные в чем? Семейное насилие выявляется, избиение, факты насилия выявляются, но почему делаются встречные заявления, забирают эти заявления? Помимо того, что где-то в глубинке, в маленьком селе женщине неудобно, она под большим эмоциональным психологическим прессингом, как своих, так и родственников мужа, так и вспомните вот случай с девочкой по отношению к ребенку на Иссыкуле, которое было изнасилование, да, вот несколькими взрослыми мужчинами. Там также родители, и потом их вот в буквальном смысле вот, ну, запрессовали, я бы так сказала, да, в селе, говоря о том, что аксакалы села коса пришли, вот это такой позор на наше село. Ну, мы сколько так будем жить и говорить, что стесняться и прикрывать, а сколько прикрытого насилия. Плюс, когда муж с женой и вот идут конфликты, когда мужчина по отношению к супруге избивает ее, потом в законодательстве было принято поправки в сторону там гуманизации, чтобы не сажать человека, чтобы были штрафы. А сегодня в силу того, что пандемия также вот на экономике очень сильно сказывается, люди меньше зарабатывают, безработица растет, и когда идут штрафы, и в семейном бюджете это ощутимая цифра идет несколько тысяч, мужчина, который, допустим, на несколько дней его закрывают, возвращается с еще большей агрессией, говоря о том, что да, разозленный, о том, что вот мы еще семейного бюджета потратили. Это тоже вот минус, минусы пандемии, реальности, минусы нашего законодательства сейчас. Я думаю, самый эффективный метод – это общественное порицание. В нашей, я вот не люблю этого слова, там, ментальность, да, но в нашей ментальности мы вот привыкли говорить, или мне дать, то там публичное порицание, самый эффективный метод. То есть публичный позор должен быть. Человек, который поднимает на детей руку, на родных, на родителей. Насилие же это не только в отношении жен, насилие есть в отношении мужчин, насилие есть в отношении стариков, бабушек, дедушек, детей, поэтому каждый такой случай должен об этом мы вчера обсудили, кстати, на нашем совещании, о том, чтобы не после решения суда общественности становилось известно, и поэтому претензии так к правительству, а то, что судебные решения приняты, вся работа делается соцработниками на местах, милиционерами, но потом доходит до суда, и в суде почему-то, вот как в случае с Иссыкулем, да, тихо как бы оправдали одного из виноватых. Я считаю, что он виноват, да. Вот, и должна быть публичность, должна быть открытость, чтобы мы все слышали о таких случаях, чтобы были резонансы, чтобы это публично порицалось. Вот я думаю, это такой первый эффективный метод, прям вплоть до того, чтобы показывать лица и фотографии, чтобы вся страна знала, что так нельзя делать. К сожалению, у нас заканчивается время, но вот чтобы
поставить какую-то точку в этом вопросе. Вот вы отметили, что общественное порицание таких фактов, оно важно, но мы же сталкиваемся еще вот в этом отношении с такой проблемой о том, что не всегда факты или акты насилия воспринимаются как нечто страшное или плохое. А очень часто там в той же глубинке, да, и что скрывать, и в городе такое достаточно часто встречается, что, ну, это некий, иногда даже преподносится как акт мужества, если говорить о семейном насилии, что я вот ее успокоил, пусть сидит дома, или о воспитании детей тоже очень часто. И вот разъяснительная работа какая-то, или, может быть, то, о чем мы говорим, какие-то программы, чтобы предотвратить, чтобы донести до людей, что насилие в любом виде – это плохо. На сегодняшний день в Кыргызстане создано 470 комитетов. Это куда входят представители судов Аксакалов, женские комитеты в селах, молодежные комитеты, представители здравоохранения, представители образования, представители там актива местного на местах, которые, в принципе, там сильно больших затрат с бюджета не было, где идут каждый случай резонансно, он обсуждается. Насколько эффективно они на местах работают, это другой вопрос. Правительство со своей стороны также дополнительно думает о том, чтобы выделить и финансовые средства, потому что должны быть кризисные центры. Произошел конфликт, женщине некуда идти. Должно быть место, такой шелтер, и их есть, они несколько, и надо признать, да, вот правительство, очень много нареканий в адрес неправительственного сектора, но как раз-таки с их стороны идет большая поддержка в адрес вот этих кризисных центров, там, где рука государства не дотягивается, там, где карман государства не покрывает, к сожалению. Вот. У нас ведь как, когда мы идем в парламент и просим средства дополнительно на вот эти антикризисные меры в отношении семейного насилия, чтобы решать то, что экономика, там всегда находятся средства. Там, где семейное насилие, там, где социальные вопросы, да, там как-то более скептически мы смотрим. И я думаю, новое поколение, которое растет, оно как раз-таки понимает, что избивать женщину – это не акт мужества. Избивать женщину – это вот когда ты не можешь равному, сильному себе, скажем, сопернику противостоять мужчине, но ты отрываешься на слабой женщине. Это такой большой минус. И дети, которые видят это, они также растут. И вот эти мужчины или женщины, кто бы из них там не проявлял насилие, они должны понимать, они не всегда будут молодыми, сильными. И потом вот эта вот природа, это все потом со временем, история ставит все на свои места. Когда дети вырастают и видят вот такого агрессора, они в старости к нему также относятся. И общество это видит тоже, уважение, авторитет человека, наоборот, теряется, даже если ему в лицо об этом никто не говорит. Естественно, должно ужесточаться законодательство. Это нельзя спускать, нельзя разрешать, вот как кража невест. Пока законодательную уголовную ответственность не ввели, цифры не уменьшились. Также охранные ордера выделяются, но вот как-то это гуманизация гуманизацией, но должно быть такое правильное половое воспитание также в школах. Мы об этом тоже вчера с Министерством образования обсуждали, что мы должны с детства учить, что, допустим, насилие – это плохо, изнасилование – последствия, что это не стыдно, что это должно порицаться в обществе. Это все уроки этики в школе должны говориться. Половое воспитание должно быть правильным. У нас на сегодняшний день забеременевший подросток, забеременевшая девушка, женщина, да, считается, что вот позор – это она. А ответственность мужчины где? Девушка же не сама по себе беременеет, что эта ответственность также противоположного пола, предохраняться. То есть мы очень многим вещам должны учить своих молодых, юных граждан от вопроса ответственности. И так же, как и учителя поднимают вопрос о том, что сейчас общество сбросило все воспитание на нас, и во время пандемии столько насилия по отношению детей, но они где-то, конечно, горько иронизируют, говорят о том, что вы теперь понимаете, как нам тяжело, да, но ответственность и воспитание, тему воспитания сбрасывать на учителей, вот я ребенка отдал в школу, все, это проблема школы, учителей, это неправильно. Воспитание дома, родители должны делить вот эту ответственность как дома, так и в школе. Они должны понимать, что ответственность – это вы несете ответственность за ребенка, которого вы родили, поэтому вы родители. И успеваете, не успеваете, вы должны находить время и растить свободного, законопослушного гражданина нашей страны. Угу. Спасибо вам большое за беседу. Я хочу пожелать вам успехов во всей этой несложной работе, которую вам еще предстоит сделать. И с наступающим... наоборот, очень сложной работы, да, действительно, извините.
И с наступающим вас Новым годом поздравить. И спасибо еще раз. Я напоминаю, что Спасибо. мы говорили о достижениях и проблемах в социальной сфере, обнажившихся в этом году, с вице-премьер-министром Эльвирой Сурабалдиевой. Это была программа «Маяк». Эфир Алто-24 продолжается. Оставайтесь с нами.